Юрий Гагарин. Ракета в космос понеслась. Вот это был рисковый парень. С тех пор эпоха началась. Эпоха странствий и открытий, прогресса, мира и труда, надежд, желаний и событий. Теперь все это навсегда. Наступят дни, когда пространство, кто хочет, сможет бороздить. Хоть на Луну, пожалуйста, странствуй, никто не сможет запретить. Вот будет жизнь, но все же вспомним, что кто-то первый полетел. Майор Гагарин, парень скромный, открыть эпоху он сумел. Здравствуйте, уважаемые читатели! 12 апреля в России отмечается День космонавтики, а во всем мире – Международный день авиации и космонавтики. Этот праздник приурочен ко дню первого полета человека в космос. В 2021 году наша страна отмечает 60-летие этого события. Полет Юрия Гагарина можно отнести к таким значимым событиям, равноценным, как открытие Христофора Колумба Америки или первый перелет через Атлантический океан, совершенный Джоном Олкоком или Артуром Брауном. В тифлоиздательском отделе Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина издано рельефно-графическое пособие «Легендарный полет. 108 минут, которые изменили историю». В данном пособии освещается история отбора и подготовки космонавтов, техническая организация полета и значение этого события в общемировом масштабе. В рельефной графике представлен портрет Юрия Гагарина в скафандре. Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. На орбите Гагарин сообщал о своих ощущениях, состоянии корабля и наблюдениях. Через иллюминатор он наблюдал Землю с ее облачностью, горами, лесами, реками, морями. Видел небо и солнце, другие звезды во время полета вокруг Земли. Также представлено изображение пилотируемого космического корабля «Восток-1», первый в мире космический аппарат, поднявший на своем борту человека на околоземную орбиту. Специально для космического полета была разработана система связи «Заря». Среди иллюстраций есть и трехступенчатая ракета-носитель «Восток», предназначенная для запуска космических кораблей. На всех ступенях используется жидкое топливо. С помощью этого ракетоносителя были подняты на орбиту все космические аппараты серии «Восток», космический аппарат «Луна-1» и «Луна-3», некоторые искусственные спутники Земли серии «Космос», «Метеор» и «Электрон». Читатели библиотеки для слепых тактильно. Более детально могут ознакомиться с материалом с помощью рельефных рисунков. Рисунки изготовлены на специальной рельефно-образующей бумаге, были заимствованы и переработаны из общедоступных ресурсов сети интернет, переработаны в соответствии с федеральным законом ФЗ номер 181 от 24 ноября 1995 года о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. Представленная в пособии информация может быть использована в качестве дополнительной литературы для специальных и коррекционных школ. В видеопрезентации использовано стихотворение Махмуда Атар-Мухтарова «День космонавтики».